А вы отзвонкой пока занимаетесь. Ясно. Бригада Волс в Марху. Сейчас поедете делать измерения сперва с АТС-ки. Вышка, все у вас будет. Туда подъедут. 24, 1, 06. 06, 05 АБ. И 07 еще восстанавливать будем. Он живой еще. Тоже АБ. И от нас тоже. И от вас. Рефлектометр. Хорошо. Ну, рефлектометром, да. И если это все-таки то место, где мы с тобой думаем. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сейчас проходит планерка. Мы находимся в линейном цехе на центре эксплуатации филиала Саха-Телеком, компании Ростелеком. И сегодняшний наш выпуск будет посвящен именно тому, что позволяет нам проводить время в интернете, да, то есть оптоволокно мы затронем, и также связь телефонной линии ADSL в том числе. И сегодня мы узнаем очень много интересного. Я себя испытаю в роли, пока точно не могу сказать, как называется точно профессия, ну, в общем, как кабельщик, да, то есть человек, который устраняет разрывы кабелей, не только оптоволокно, но также и медных проводов. Вот сейчас закончится планерка, я думаю, мы узнаем более точную информацию, и оставайтесь с нами, сегодня будет очень интересно. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас закончилась планерка. Познакомьтесь, Игорь Ярыгин, начальник цеха. Мы сейчас пока ожидаем выхода бригады. Я думаю, самое время показать, что находится в автомобиле выездной бригады. Ну, автомобиль у нас рабочий, всегда укомплектованный. В данном автомобиле это УАЗ, буханка, как мы привыкли их называть. Здесь ездят бригада в количестве 4-5 человек, включая водителя. То есть у бригады всегда с собой все инструменты. Это сварочные аппараты оптоволокна, это приборы измерений, там каски, стремянки, личный инструмент. Если мы под сиденьем увидим, у нас даже лежит стол, чтобы раскладывать его внутри машины, либо на улице, для установки оборудования, чтобы оптоволокно сваривать. Ну и сегодня мы с вами, нам удастся посмотреть, как ремонтируются, во-первых, оптоволоконные линии оптоволокна, и также я назвал медные, да? Правильно? Медные линии связи. Там везде есть свои интересные нюансы, и об этом обо всем мы узнаем в течение нашей программы. Ну а, во-первых, первое, что нам нужно сделать, это сейчас вместе с бригадой мы выйдем на АТС, где уже идет прозвон измерения места обрыва. Испытано на себе. Ну что, друзья, сейчас мы перешли уже непосредственно к первой теме нашего выпуска. Познакомьтесь, Кирилл Луковников, кабельщик 6-го разряда. И наша задача сейчас определить расстояние до обрыва, да? То есть до обрыва оптоволоконной. Да, фактическое расстояние с помощью прибора, который называется рефлектометр. Мы сейчас будем определять примерное место повреждения, где мы думаем. Так, сейчас можно уже начинать. Да. Все, так, отлично. Вот у нас есть волокно, которое нас интересует, наш абонент, наша заявка. Сейчас мы снимем, подключим прибор, выставим здесь параметры, выставляем значение, которое нас интересует. Примерно, скажем, выберем где-то 1,3 километра. Дальше выбираем импульс, силу получается. И время 15 секунд. Нам этого достаточно. Нажимаем старт и смотрим. Вот у нас получилась такая рефлектограмма, да? Ее можно назвать трассой, получается.
Здесь отмечены вот события. События — это муфты при строительстве. То есть кабель был длинный, понятно, да, что его сразу таким длинным куском не сделаешь. Нас интересует конкретно свал. То есть мы видим, что у нас оптический источник, как свет, да, и в конце идет вот свал. Вот это место нас как раз оно и интересует. И давайте узнаем вот сейчас здесь прямо. И теперь, чтобы определить точно, что не в нескольких, потому что существует так называемое, ну, условно мы называем двойное, тройное повреждение, что в нескольких местах бывает, потому что там стройки. Сейчас мы проверим весь кабель, а уже потом можно выезжать на место и смотреть. Что я могу попробовать? Давайте сейчас я буду... Ого! Да, он тяжеленький, Сразу. на коленочку. Сейчас я вам поставлю еще какое-нибудь волокно, чтобы мы продублировали, да? Допустим, поставим вот... ну, конечно. О, даже так? Да, так, конечно. давайте. Вот этой свободно, части? Да. Вот сюда. Мы мерили седьмой. Да. Мы мерили седьмой волокно. Ага, был. Все, щелкнул. Значение не меняется. И нажимаете кнопку «Старт». Сразу старт нажимаю. Да, немножко там можно вот такой штучкой, потому что уже место- сохраняем. Да, сохраним. А вот это расстояние получается 0,5, километр, 1,5, 2. И вот Да, это диапазон, выставленный нами. Дальше 2,3 он не мерит. Ну, то есть экран это вот. Километраж. И вот мы здесь видим, что у нас здесь есть участок. Давайте по событиям посмотрим. Немножко все подтормаживает. И вот мы видим, что у нас здесь есть участок уже минус 48 децибел. Мы отведем вот эту линию, чтобы чуть было понятно. отличается, да? Да, то есть здесь у нас маленькая такая, ну, как вот вспышка, как ступенька. Это говорит о чем? До этого мы мерили сигнал, конкретный был свал, то есть оптику вырвало. А здесь есть отражение, вот как здесь на старте. У всех вот таких перемычек есть полировка, можно заснять, вот, под 90 градусов. Она делает, ну, как зеркало получается. Сигнал от нее отражается, и мы видим хороший свал. Здесь есть небольшой свал, это говорит о том, что, ну, я предполагаю, что кабель где-то перегнут, какие-то волокна просто сломанные, хорошо сломанные, как волосинка, ну, поэтому полировку видим. А какие-то еще, ну, уже все затянутые и, в общем, там разорванные, как волосы. И вот таким вот образом можно примерно, но дистанция у нас та же, то есть дистанция у нас повторяется, значит, мы уже по двум волокнам можем четко определить, что у нас, ну... Проблема через километр 370. Да, километр 300, и можно вычислить. Хорошо. Да. Вот, это теоретическая была часть. Так, сейчас. Да. Все, друзья, как видите, очень интересный прибор и позволяет еще до выезда определить уже участок, где практически, ну, если я так понял, расстояние небольшое, то с точностью буквально там в районе метра погрешность небольшая. Но, как сказали, если, например, там 200 километров или там 150-300 километров, то погрешность уже может быть там в районе километра. Там уже возникают некоторые сложности, но тем не менее все равно это лучше, чем по тайге идти и проверять на целостность весь кабель. И как видите, в нашем случае здесь не полный обрыв всех оптоволоконной всей линии, а какой-то, видимо, надрыв, надлом. В общем, мы сейчас поедем его искать. Испытано на себе. Километр 100? Километр 100 проехал. Сейчас километр 200. Приблизительное место аварии. Так, то есть где-то здесь, да? Мы прибыли сейчас на предположительный, ну, участок аварии. Я до этого вам говорил, то, что отмерили как бы по машине, по спидометру. Получилось вот километр 200. Мы помним, что у нас участок повреждения 1378, да? Но здесь есть, ну, про что я говорил, запасы. Вот, получается. Вот визуально можно осмотреть. Формально как бы кабель целый, да? Предположить можно, что вот на каком-то участке что-то разравнивали. То есть могли зацепить, ну, как я говорил, кузовом, еще чем-то. Сейчас какие у нас дальше действия? Найти вот по внешнему осмотру с помощью таких нехитрых самовальных приборов, но это уже личное. И далее уже вызывая автогидроподъемник,
соответственно, подниматься, делать монтаж либо вставок, либо, если это на запасах и нам повезет, запас разматываем и осуществляем монтаж муфты, то есть осуществляем ремонт. А там каждый перекресток, они шкафы наставили. Да. То есть это сколько перемычек, всего. Эти шкафы, они еще беспровайдерные, ну, болванки. Так, Да, это она даже расписанная даже. светит? Нет, сейчас вскрываем, посмотрим. А, скрываю. Да, у нас там То есть система такая, что лазер светит ЦТС, да, и нам Да. нужно видеть свет здесь, да? Да, это вот строительная муфта, которая вот делалась подрядчиком. Мы сейчас там установили визуализатор лазерный, красного цвета. И сейчас, у кого хорошее зрение, А, да, не все так сложно, не все так просто, да? она сразу так же бы не засветилась, потому что это... Сейчас мы должны визуализатор увидеть, лазерный, так сказать, ну, моргать или... Вадим, ты постоянный свет дал или моргающий? Постоянный, то есть у нас должен сейчас быть постоянный источник света. И я сейчас буду просить помощи, потому Давай. что слишком ярко. Просто закрывать руками, а я буду дальше уже пробовать смотреть. Ну, как мы видим, здесь ничего нигде не светится. То есть обрыв где-то дальше. Да, то есть по факту где-то до. Друзья, ситуация такая очень обыденная в нашем городе, да, особенно в пригородах, когда идет активная отсыпка территории. Вот, например, здесь можно видеть, вот видите, вот этот пасынок называется, он должен быть от земли вот на таком расстоянии. И тут можно наглядно увидеть, насколько вниз, да, то есть насколько ближе к земле стали провода. Причем по правилам провода вот электропередач, вот мы видим, да, вот, допустим, электрические провода и провода связи, они должны быть ниже, под ними. То есть провода связи, они, получается, при отсыпке, когда идет вот такие вот работы с ландшафтом, они страдают в первую очередь вот именно от строительной техники. Например, кто-то кузов не закрыл. Ну, это все мы как бы знаем про такие случаи, когда кузовами или не сложенной стрелой, погрузчиком и так далее просто отрываются, и люди остаются без, в том числе без связи и без интернета. Потенциальное получается, да? Возможно. Шорхали, да, вот где до этого я вам показывал, который вот тот брошенный проект. Там было видно, что силовой элемент вытянут. Здесь. Ну да, хотя это было на высоте, теперь у меня вопрос, как это сделать. Кто эти люди? Испытано на себе. Ну, как мы видели, друзья, это, можно сказать, такой пример одной из сложной неполадки. Дело в том, что не видно визуального разрыва, то есть было бы, допустим, проще, если бы, например, был просто порван кабель, и тогда уже идет работа по спайке оптоволокна. Но здесь, как мне сказали, требуется замена нескольких пролетов кабелем, скорее всего, будет это сделано. Ну а мы сейчас направляемся к кабельщикам, спайщикам медножильных проводов, вот такое вот название. Это уже тема у нас пойдет по телефонной линии и по ADSL. Ну и сейчас посмотрим, там уже, как сказали, обнаружили уже именно место разрыва и уже ведутся работы. Мы сейчас посмотрим и прямо окунемся в этот процесс. Ну что, сейчас мы прибыли на адрес. Это, как видите, такой же заброшенный дом, видимо, под снос, да? Да. И в чем бывают проблемы здесь? Ну, проблема в том, что часто при сносе домов с Ростелекомом, ну и с другими организациями, которые там те же самые энергетики и так далее, снос домов происходит без согласования. Ну, допустим, в данной ситуации без согласования с Ростелекомом. Тут проложены существующие линии связи и как бы, ну, действующие, которые пользуются услугами в этом районе, допустим, ну, в основном в деревянных домах. В новый дом, конечно, уже будет оптоволокно заходить, но ветхие дома еще как бы пользуются услугами DSL. И в случае сноса этого дома происходит, ну, обрыв кабеля, соответственно, без нашего согласования, как я сказал. Ну, у людей пропадает связь. Но в данной ситуации бригада кабельщиков, спайщиков, они нашли уже повреждения в этом доме. Видимо, когда тут вандалы лазили, ну, там, часть кабеля нашего именно в данной ситуации. У нас здесь кабель украли. Статистики за этот год сколько таких случаев было? Ну, кражи кабеля? За год примерно 50 краж уже было. Так, ну что, сейчас мы на чердаке дома. Давайте просто пройдем.
Конечно, не каждый день. Я бы сказал, даже не в этом году я таким занимался. Так, ну что, видим, ну тут вот конкретно видно, что здесь обрыв. Пучки, кабели, вставки 30-ка. Она каждая ленточная. Мы знаем свою расцветку, свой десяток знаем. Ну и с той стороны то же самое идет. Тоже расцветка. Но это 100-парный кабель. Дома под снос идут, и некоторые десятки уже не нужны. Поэтому монтируем то, что осталось рабочее еще. То есть вы знаете конкретно в этой знаем конкретно, какой десяток связке, идет. что рабочее, что нет. Да. Да? Да. Так, ну сейчас я попробую сплести, Сейчас. получается, да? То есть это вот у нас Да, это их пара какой-то абонент. соединений. Какие их просто... Косичку. Косичку переплетаете между собой. Как удобно, прям право, закручиваете вот так. Чик-чик-чик, Вот так? Да. Ага. Теперь вам нужно синий от красного отделить. Да. Прямо сейчас, разделяете. да? Нет, пары разделяете. Синий от красного Здесь отделяем. и тут тоже. И тут тоже отделяете. Так, и здесь тоже отделяем. Синий синим, красный с красным. Так, я кому-то сейчас восстанавливаю связь своими руками, да? Да. Два витка. Ага. И потом? И откусываете Я откусываю. локализм. Чуть подальше. Подальше, Вот 40, так, да. 40 миллиметров. Вот где-то здесь, да? И вторую тоже так же. Угу. И вторую. Так, сейчас. Оп. Ага. Так, теперь коннектор. Вот, До конца? Отсюда смотрите, вот здесь видно специально, что дошли они. Угу. Всё, пожалуйста. Вот так, да? Мгм. И посильнее. Прямо просто до щелчка, да? Всё. Ой. Щелчка не должно быть? Дальше не Вы это. дальше не передавите. Ага. И просто зажимаю. Вот. Все. У кого-то телефон заработал. Да, можно уже разговаривать. Ну, абонент, да, может разговаривать. Работа происходит всегда голыми руками, потому что, представьте, если он перчатки наденет, за счет этого гидрофоба они просто слипнутся у него и замерзнут. То есть, например, вот сейчас у нас не там 0 градусов, а минус 50, и такой же вызов на такой же чердак. Да. Приходишь и в 50 градусов вот так вот Абсолютно руками. точно. Друзья, вот сейчас мы здесь на этом столбе я заметил такой вот, вообще это древний, советская, да, еще? Да, это телефония этих авиапорта. У них раньше своя связь была. Своя связь? Да, то есть они как бы распространяли связь по этому району для, видимо, своих работников или как. то есть здесь жили в этом доме, допустим, Да, их работники, аэропорта? да, и они вот им связь предоставляли. Вот такую. Все, да? Так вот. Да, я, кстати, даже не помню, когда последний раз я вот так вот поднимался вообще на чердак по лестнице. Наверное, это было на даче в детстве. То есть это, ребят, наверное, это ежедневно, да? Практически так. Но мне сейчас это для меня целое испытание. Еще и внизу, хоть и 2 этажа, но так. Опа. Так. Главное, чтобы все выдержало. Видно, Спарта смотрел? Спарта? Почему ты вспомнил фильм «Спарта»? Помочь? Не надо, я сам. Так. Испытано на себе. И сейчас вновь мы с той же бригадой по оптоволокну. Дело в том, что там уже, где не было возможности найти вот именно сам такой небольшой разрыв оптоволоконной линии, было принято решение протянуть цельный кусок кабеля. Это уже работает другая бригада, поэтому мы попросили все равно как бы показать вот эту, вообще испытать на себе, каково это паять, я правильно говорю, паять оптоволокно. Вот, поэтому сейчас мы вот так в таких полевых условиях внутри, вот именно как это и происходит, да, в полях. То есть мы находимся в УАЗике, в санитарке, и сейчас нам все объяснят, все покажут, и я попробую даже что-то сделать. Так, это у нас вот оптоволоконная линия, друзья, вот она так выглядит, да, кабель оптоволоконный, тот, по которому идет ваш интернет. Вот вы смотрите видео, возможно, даже наш выпуск, да, если даже по цифровому телевидению, то вот он перед вашими глазами. Угу. Так, вот, допустим, у нас обрыв.
оптоволоконной линии, оптоволоконного кабеля, и нам нужно его спаять. Что нужно делать вообще? Ну, нужно взять специальный инструмент, который Подготовить к сварке. то есть разделывает кабель. Все это настроено. Сейчас будем смотреть. Комментировать буду. Первый этап. Сейчас он будет снимать внешний слой изоляции. Для этого используется специальный нож, так называемый кабификс. Кабификс специально для разделки. Может, я на этом покажу, вот можете посмотреть. То есть у него вот конструкция идет такая. Ну, делается круговое. То есть вот И там делается само лезвие. совершенно Вот, вот так вот. И Да, то есть он 360 градусов провернулся, а затем вдоль оси, чтобы не повредить сами сам- жилы оптические, волокна точнее. Затем идет вскрытие изоляции. Вскрытие. Весь инструмент, еще раз повторю, специальный. Ножницы специальные под эти нити. так, и это вот Это вот муфта. Это вот саму муфту, где будут происходить сварка, проще сказать, сростки. Это все крепится. Еще потянуть, да? Не-не-не. все. И вот Потом этот вот силовой элемент, который вот этот белый силовой элемент, ну, чтобы на разрыв не уходил. такой лайфхак. Это прямо запас, да, такой должен быть? Да, да, Так, да. Сколько Не, ну здесь? по-хорошему, ну можете так сделать это. Тут нормальная длина, да? Ну давайте вот так, наверное. Да, вот так вот. Зажимаете до конца. Вот Ну так. вот сюда. Вот кабель ложим вот Ага, сюда. И сверху. Жмем до конца. Прям по пальцу. Вот прям, чтобы вот это лезвие зашло в первую оболочку. кабеля. Вот так, да? Да, лучше Да. большим пальцем так надо, Еще как вот на так тумбе. можно. Ну, вот Вот еще, так? Да. Нет, ничего себе. Ну, вот. Вот. До почти- Ну, он, дяденька, последнего не щелчка. маленький, поэтому у него жим-то. Ну, ножи настроены специально под меня. У нас каждый инструмент настроен, вот, допустим, То есть вот от эти вот хвата ножи, зависит. Да. ну, каждый ставит для себя. Мгм. Вот у меня хват больше, нет, эту против сторону. часовой, Так, прокручиваю несколько раз, да? Да несколько оборотов, да. да. Все. И делаем продольный срез. То бишь в сторону. Я видел, что там усилие было. Ну, он сопротивляться будет. То есть, если кабель мерзлый, почему зимой трудности, пока вот видно, как человек напрягся, когда он замерзает, его вот так за раз сразу не срежешь. То есть Так, его надо ладно. маленько, чтобы он нагрелся, стал мягким, соответственно, летом одно удовольствие его разделать, он просто как макаронина. Лучше снимать, как человек напрягается. Если он Есть контакт. прорезался, а он, походу, не прорезался. Не прорезался? Прорезался. Ага. И все. И вот такими держим кабель, и Мгм. такими движениями начинаем его просто открывать. Открываем. Консервная банка. Так. На выворот. Как бы. Держим Раз. ближе. Надо, чтобы выворот был. Так, сейчас. Перчатки сейчас наденем, когда начнет вытаскивать. Так, вот сейчас мы как бы устранили эту мою оплошность. Вот смотрите, я по незнанию, да, то есть взял и перетянул, или как, наверное, перегнул силовой элемент, и вот он таким вот образом сломался. Он такой композитный, да, какой-то? Да, это и есть это. Вот так вот легко он отошел. Мгм. Так, для красоты, наверное, кусачками, да? Какая нам нужна длина? Вот сейчас будете... Как раз вот это Да, отрезать, да? Мгм. Всё. Так, теперь И заводим. вводим во вторую часть. Так. Заводим, фиксируем. Силовой, да? Выправляем силовой чтоб- элемент из-под модуля, Да, потому что если затягивать чтобы потом он модуль, тоже не чтоб пошел не перетянул на залом. Мгм. болтов. Теперь кабель немножко Назад? на себя назад. Заводим. Ага. И также фиксируем. Тянем хорошо. И
Больше нет. Всё. Так, следующий этап – это зачистка, убрать, так сказать, вот этого защитного слоя с модулей. Но перед этим делаем, проверяем все на кончике. Проверочно. Да, на кончике подбираем, какой нам удобно. Этот нет, этот нет. Вот этот подошел. Проверили, Ух ты. И вот они сами волокна. вот они волокна. У каждого волокна своя расцветка. Они такие тонкие? Да. Они как волос. Потом берем и вытягиваем всю эту. И вот Здесь идет гидрофоб как раз. Идет гидрофоб. Это вот как мы сейчас, друзья, видели медные провода, там, то есть это практически тоже Да. самая То же функция. самое. И вытираем. Протираем. Чтоб не собиралась влага. Работа все тоньше и тоньше становится. Да. Усидчивость. Ну, если одевается КДЗ, это 40 миллиметров КДЗ. Именно вот этот нож, он алмазный, он стекло, ну как масло, не ломает, а все Прорезает. прорезает его. То есть, друзья, ну если бы мы, например, тут бокорезами, там чем-то, ножницами отрезаем оптоволокно, то ничего из этого хорошего не выйдет. Нужно именно с помощью вот этого ножа ровно под 90 градусов он пропиливает, да, как бы пропиливает волокно, прорезает волокно. Так, а теперь как-нибудь. Вот, закрывается. Щелчок. Вот он был, волокно было длинное. Мгм. Он срезает по самой планке Мгм. и закладывается. Тонкость в том, чтобы сейчас кончик этого волокна ни об что не заделся. Вообще. то есть Он даже, стерильность. даже малейшее прикосновение, и там на мониторе будет видно, как у него уже... Закладываем, не задевая ничего. Закрываем каретку. С другой стороны уже берем с КДЗ, чтобы после сварки защитить сам срез. Закладываем, щелкаем. Сейчас он все делает автоматически. Монитор. Видите, как он это Монитор. Вот. Волокно он увеличил, вот он показывает, что с одной стороны волокно у нас под таким углом, здесь под таким углом. Это Одно волокно он ничего себе. почему-то определил биф, неопределенное волокно. Здесь это. При сварке он показал на вот этом сварке на шве. 0,02 Децибела. децибел. Это что? Это нормально? Это идеально. почти. Это идеально почти. Да. Потом заводим КДЗ, снимаем. Не И он сводим. его обломил. Почему? Так бывает, да? Так бывает. Вот поэтому делается всегда запас Кабеля. в кассете. Теперь я понял. Повторяем то же самое. Да, сейчас получается идеальный практически шов. Ну не практически, а идеальный. Закрываем сварное соединение с заходом на акрил. Угу. Ну, чтобы, потому что если мы сейчас сделаем без акрила, то у нас она на этой гильзе просто тупо сломается. Угу. Все, процесс закончен. Это заложили в печку. Это печка, которая Как термоусадка, саму да? КДЗС, она нагревает, и она как термоусадка А, Это Греет 240 Вот градусов. ее можно потрогать, она горячая. Сейчас прямо на глазах будет. Она сильно горячая. Сразу. Ну, не прям так сильно, но И вот он Она всё- с печки сильно. и это только одна жила. Да. Но это только А одна. бывает примерно кабель... 1000 абонентов сразу. А, уже сразу Да. 1000 человек стали счастливыми сразу. О, А может быть и 10 тысяч. заработало, да? Сообщения полетели. Теперь Так, теперь я, да? Да. вы. Так, Цвет. давайте выберем цвет зелененький. Так. Берем взводим сам Наверх. механизм.
делаем, находим на линейке 12. Скакивает. Ладно, делаем А почему так другим скрипит? путем. Ну, значит, попала грязь. Там может пыль. На канале пыль. Возьмем салфетку. И вот это все дело протрем. Настолько тонкая работа. Так вот. Сейчас должно быть нормально. Нет. Ой-ой-ой. Ну, можно просто продержать. Так? Да. И вот этим взводим. Держите. И до щелчка. Аккуратно. И пробуем, не задевая ничего. Да, иначе там будет на картинке не очень красиво. Вот это 2 электрода, которые делают электросварку. Надо, не доходя, ну, можно сказать, пару миллиметров от Там вот канавки V-образной канавки. Закрываем Четко. аккуратненько. Отпускаешь? Да, там магнит, все нормально. Все, есть, одно Всё. есть. Теперь берем Второй. такое же волокно с другой стороны кабеля. Так. То есть тут мы начинаем с такого мощного, как вы видели, кабеля, да? Потом потихоньку переходим к таким тонким работам. Где... Также взводим. взвод. Угу. Взводим. Так, а тут это волокно еще есть. Ну, его можно салфеточкой, спиртовой салфеточкой просто смести в сторону Вот сюда, да? контейнера. Ой. Так, 12. О, тут легла хорошо, вроде, да? Угу. Да, и закрываем. Всё. Так, это открываю, да? Ну, волокна держим и достаем. И закладываем уже с другой стороны. И монитор надо посмотреть. Всё. О, сразу. Он закрывает. Что там? Что там у нас? О, что-то неправильно. Что правая сторона, скол был сделан неудачно. Либо задели. Он его, нет, по сварке, если смотреть, Смотрите, видно, он вот его под порвал. микроскопом. Порвала, ага. Нож. Там была пыль, значит. Подорвал, И эта пыль, да, его тук. Тогда убираем. То же самое. Так поднимай, да? Да. Нет, давайте вы. Делаем опять, зачищаем. Окей. Только не над сварочным аппаратом. Судя по всему. Так, тут сколько? Где-то Ну так. также 2 сантиметра. Его хватает. Я же не намотал на руку. О, получилось. Дальше взводим. Кладем. Прижимаем. Ой. Давайте не буду прижимать. Сейчас, еще минуточку. У нас получилось, что у нас здесь скол получился плохой. Есть такая функция, надо его перезапустить. Есть функция Reset. Он разгоняет двигателя, ну, на каретках. То бишь он возвращает волокна опять в стадию готовности. Если
не сделать, он просто их все равно, если мы закладываем в V-образную канавку, допустим, у нас получается 2 миллиметра, то когда делаем сварку, ну, закрываем ветрозащитную крышку, он их все равно выгоняет на стартовую. То бишь их уже там, возле электродов, их уже не будет, они уйдут вот сюда. По-моему, тогда сейчас можно закладывать, да? Да. Можно взять их поближе, я сейчас покажу. Наоборот поближе? Нет. Ой, мы уже коснулись. Ничего страшного. Наверное. Вот. Чем ближе возьмете, тем вам будет удобнее. Вот так вот. И закладываете от электрода. Вот так вот, в эту сторону. Так, хорошо. Так, еще ровненько надо это все сделать. И теперь делаем старт. Ну-ка. Здесь надо его просто прокрутить. Сейчас переложим. Немножко криво сделал, да? Так. Вот он сейчас определяет сколы, хорошо, нехорошо, пыль, грязь. А здесь получилась грязь. Ему не Вот нравится. он пожаловался, что ему не понравилось. Слушайте. Ну, потому что получилась дырка. Это от чего во время? Это, ну, опять скол не идеальный, Срез. поэтому он на него пожаловался. И повторяется Заново. весь процесс заново. Испытано на себе. Ну что, друзья, как видите, бывает даже так, что недостаточно отрезать, все как бы обезжирить, да, правильно поставить, но бывают вот такие вот моменты, когда различные условия, может быть пылинка, да, может быть еще что-то, сам даже материал, из которого сделан, ну вот именно сам состав волокна, да, то есть очень много факторов, и действительно, когда вы дома сидите, допустим, и, например, сердитесь, что почему так долго нет интернета, знаете, что идет работа, да, и люди работают, и вот у вас все, конечно, все наладится, но тем не менее надо дать должное. Хочу вот вам руку пожать. Спасибо большое за очень интересную, как бы, вообще информацию. Я, например, вот никогда бы не сказал, что это сварочный аппарат для оптоволокна, да, и что вот настолько тонкое волокно, да, обычно показывают это вот, допустим, на разной графике, что это прям какой-то такой, ну, там, естественно, это все увеличивается, то есть, чтобы показать, что свет идет по волокну, но настолько тонкое, ну как было сказано, ну, где-то чуть больше, чем, ну, около 2 раз толще человеческого волоса, вот, и благодаря этому мы с вами можем общаться с родными, узнавать новости, ну и, конечно, смотреть наш телеканал. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч!